5-й год во Владикавказе отмечают Национальный день донора. Самое активное участие в нем по традиции приняли сотрудники МВД республики, придя ранним утром на станцию переливания крови. Неделей раньше здесь побывали студенты вузов. Возраст доноров на сегодняшний день он омолаживается. То есть это молодежь, она начинает уже понимать, что надо помогать больным. На сегодняшний день, вы, наверное, слышали, в субботу был у нас взрыв бытового газа. Сейчас дети лежат в больнице. Да, вот мы им тоже сейчас помогаем. Поэтому очень много больных. Поэтому хотелось бы призывать весь наш народ не ждать каких-то экстренных, экстремальных ситуаций, а в обычной жизни сдавать кровь и помогать. Перед сдачей крови необходимо заполнить анкету. Если все показатели в норме, то у вас есть все шансы стать донором и спасти чью-то жизнь. Банк крови также решили пополнить и сотрудники администрации Владикавказа. Желающих сделать благое дело на мобильном пункте переливания нашлось немало. Не надо забывать о том, что каждый из нас, даже, наверное, не имея каких-то материальных благ, все-таки может, как бы сказать, частичкой себя помочь ближнему в беде, может быть, в какой-то нехорошей ситуации. И сегодня администрация города решила провести при правкоме администрации такую акцию, помогая людям. Каждому из них спасибо, тем всем, кто откликнулись и вышли. История возникновения этой даты удивительна. 20 апреля 1832 года молодой петербургский медик Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови женщине с опасной травмой. Донором стал ее супруг. Жизнь будущей мамы была спасена благодаря грамотной работе врача и самоотверженному мужу. С тех пор Национальный день донора – это еще один повод помочь ближнему в трудный момент. Сделать так, чтобы жизнь продолжалась. Дзраса Багаева, Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ.